6 февраля средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,31 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,18 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,31-51 до 10,33 сомони. 1 евро от 11,18-16 до 11,39 сомони. 1 российский рубль от 0,1455 до 0,1475 сомони. Мировые цены на нефть не показывают заметной реакции на последствия разрушительного землетрясения, которое затронуло инфраструктуру Турции и Сирии. Так, цена на нефть марки Brent составила $80.46 за баррель, марки ВТЕ $73.72 за баррель. Стоимость золота в понедельник растет почти на 1%, находясь у уровня в $1890 за тройскую унцию. Государственный сберегательный банк Таджикистана Монатбанк получил в минувшем году чистую прибыль в размере почти 102 миллионов сомони. Об этом говорится в пресс-релизе этой кредитной организации. Это на 53,5% больше по сравнению с показателем 2021 года. Около 85 миллионов сомони за счет деятельности Монатбанка было направлено в бюджет страны в качестве налогов и других обязательных платежей. Остаток депозитного портфеля банка в минувшем году вырос почти на 52%, составив в начале текущего года около 5 миллиардов сомони. В частности, депозиты на сумму 2 миллиарда сомони привлечены у населения. А Монатбанк в минувшем году предоставил кредиты 46 тысяч клиентов на сумму около 1,5 миллиарда сомони. Это на 2,4% больше, чем в 2021 году. Потери, складированные на рынках и холодильных помещениях продукции сельского хозяйства, составило примерно 20%. Об этом сообщил на встрече с журналистами сегодня, 6 февраля, в Душанбе, заместитель директора общества Таджик Матлубот Хуршед Рахманализода. По его словам, общество Таджик Матлубот организовало специальный штаб для определения объемов ущерба, который начнет подсчет убытков на этой неделе. На складах общества в сотрудничестве с предпринимателями складировано 1625 тонн лука, 680 тонн картофеля, 100 тонн моркови, 300 тонн фруктов и 180 тонн угля, отметил Хуршед Рахманализода. Одной из причин резкого скачка цен на лук на рынках страны представитель Таджик Матлубот назвал уменьшение посевов этой сельхозпродукции и отсутствие его импорта. По словам Хуршеда Рахманализода, в настоящее время на рынках функционируют точки реализации сельхозпродукции общества Таджик Матлубот, на которых лук реализуется по цене 3,5 сомони за килограмм. Сейчас импорт лука в страну нет, в республику завозится пакистанский картофель, подчеркнул Хуршед Рахманализода. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение о безвозмездной передаче Узбекистану сжиженного газа в качестве помощи, передает Central-Asia.media со ссылкой на информационную программу «Ватан» туркменского телевидения. Документ предписывает госконцерну «Туркменгаз» безвозмездно передать Узбекистану соответствующий объем сжиженного газа в качестве дружественной и братской помощи. При этом объем сжиженного газа не уточняется. В декабре-январе Узбекистан столкнулся с энергокризисом в связи с резким похолоданием и увеличением потребления газа и электроэнергии. В стране были закрыты автомобильно-газовые заправки, введены ограничения на подачу электроэнергии и приняты другие меры для смягчения последствий перебоев. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций предоставит безвозмездную помощь в размере $5 миллионов для эффективной реализации проекта по строительству Рагунской ГЭС. Об этом сообщается на сайте данного регионального финансового института. Отмечается, что грант планируется использовать для укрепления финансовой и коммерческой основы проекта, оказания консультативных услуг по повышению безопасности плотины, экологической и социальной устойчивости проекта. Донор надеется, что экологически чистая электроэнергия Рагунской ГЭС в будущем поможет сократить зависимость энергосистем стран Центральной Азии от ископаемого топлива.